Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши-Пшара. Сегодня в выпуске. Чествуя сильных женщин, в Министерстве обороны прошло торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню. Неформально о важном. Министр иностранных дел Инал Ардзанба провел неформальную встречу с журналистами и представительницами прекрасного пола. Погружение в мир художниц. В Центральном выставочном зале открылась выставка абхазских художниц, приуроченная к 8 марта. Президент Аслан Бжаня провел еженедельное рабочее совещание с руководством правительства и парламента. Обсуждались вопросы согласования межправительственных соглашений, энергообеспечения Абхазии, инфраструктурного кредита, эксплуатации ВЛ Ачкуара и законопроекта о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов. Вице-премьер-министр экономики Кристина Озган отчиталась о поездке в Москву. Она сообщила, что подготовка соглашения по проекту аэропорта имени Ардзанба вышла на финальное согласование в правительстве Российской Федерации. Согласно документу, Республика Абхазия остается собственником объектов инфраструктуры аэропорта. На встрече в Москве обсуждались и детали инфраструктурного кредита на приобретение приборов учета потребляемой электроэнергии. В этом вопросе с российской стороной также достигнуто взаимопонимание по всем основным вопросам, отметила Кристина Озган. Согласно предоставленной министром экономики информации, в настоящее время ВЛ Ачкуара отремонтирована и готова к тестовым запускам без монтажа грозозащитного троса, установка которого может происходить параллельно с эксплуатацией линии. Однако проведение тестового испытания под рабочей нагрузкой до окончания перетока электроэнергии из Российской Федерации невозможно. На еженедельном совещании также обсуждался законопроект о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов, для которого была подготовлена сопроводительная документация для последующего внесения в Народное собрание парламента Республики Абхазия. Указом президента Аслана Бжаня и по согласованию с собранием Гулрипшского района Саид Харазия назначен главой администрации Гулрипшского района. Харазия Саид Геннадьевич, уроженец города Сухум, выпускник экономического факультета АГУ, участник Отечественной войны народа Абхазии. Окончил православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, присвоена степень бакалавра теологии. В разные годы работал на различных должностях в Гулрипшском районе. Был заместителем директора Дранской чайной фабрики, заместителем директора агрофирмы «Кавказ», директором сельхозпредприятия «София», депутат парламента 5 и 6 созывов. Следующим указом президента доктор физико-математических наук Академии наук Абхазии, Российской академии естественных наук профессор Гварамия Олег Алексеевич утвержден в должности ректора Абхазского государственного университета. К другим новостям. Женщины в неженской профессии. Прекрасных дам военнослужащих Абхазской армии поздравил накануне 8 марта министр обороны Владимир Ануа. С трибуны зала, где состоялось торжественное мероприятие, он обратился к ним с наилучшими пожеланиями за достойное несение службы. Ряд военнослужащих женщин награждены ведомственными медалями. Репортаж Асиды Малия. Когда служба трудна, но важна. Праздник, организованный для прекрасной половины человечества, хороший повод получить порцию положительных эмоций, а для женщин военных повод расслабиться, услышать заслуженные теплые слова от коллег и получить подарки. Министр обороны перед официальной речью, глядя на гостей в зале, отметил, насколько прекрасна каждая. Владимир Ануа выразил признательность и чувство глубокого уважения за поддержку и теплоту, которой они наполняют окружающий мир. Много ролей и задач лежат на хрупких женских плечах: сохранение домашнего очага, воспитание детей и в целом благополучие семьи. Министр отметил вклад женщин в победу в Отечественной войне народа Абхазии. Особые слова благодарности женщине, которые на своих плечах вынесли все тяготы войны. Мы гордимся тем, что в трудные для Родины времена вы становились в общий строй с отцами, мужьями, братьями, сыновьями, чтобы героически защитить свою родину, свою страну, ее свободу и независимость. Вы выстояли в суровое время, самоотверженно трудились в тылу, мужественно переносили испытания. Примите от нас низкий поклон. Выражаю самую глубокую благодарность всем матерям, чьи сыновья охраняют наше Отечество. С особыми словами
признательность я хочу обратиться к женщинам, связавшие судьбу с защитниками Родины, разделяющие с мужьями все тяготи лишения военной службы. Владимир Ануа в знак благодарности за безупречную службу ряду женщин-военнослужащим вручил медали Минобороны. Медалью за безупречную службу первой степени награждена Анна Шакрыл. Анна – майор, работник воинской части. Как оказалось в этой неженской профессии, уже не вспомнит. Говорит, что судьба так сложилась, тем более, что во время грузино-абхазской войны она была в одном из гагарских батальонов в составе медицинской службы. Женская все равно профессия в армии, она более упрощенная, чем мужская. Конечно, они с трепетом всегда относятся и делают поблажки иногда, но все равно требовательны в меру, чтобы окружающие мужчины все делали для того, чтобы погода в доме была хорошая. Это зависит от женщины. Ну и терпения, наверное, любви, внутренней гармонии. Медалью за поддержание мира в Абхазии министр наградил Наиру Тарба, Хатуну Харибава и Мадину Дбар. Медали 30 лет Министерства обороны удостоены 7 женщин военнослужащих. Медали 25 лет Минобороны 7 человек. Капитан Нина Квиквискири работает в оборонном ведомстве более 17 лет. Она психолог управления боевой морально-психологической подготовки. Говорит, что работа интересная, а главное нужная. Мы, психологи, работаем с личным составом, с солдатами, также и с офицерским составом. Занимаемся диагностической работой, консультативной работой, это когда индивидуальные консультации. Проводим коррекционные, развивающие работы, тренинги психологические. И что офицерам, и что солдатам эта работа очень нравится по душе. Они с большим удовольствием приходят на наши занятия. Трудностей я никаких не ощущаю. Мне очень комфортно со своим коллективом, мужским коллективом, где 10 человек мужчин. Они с теплотой, с большой душой относятся ко мне и всегда встают рядом, помогают. Военно-духовой оркестр Минобороны открыл праздничный концерт с исполнением абхазского марша номер 1. В этом многозвучании оркестра лишь самый внимательный услышит ноты флейты пикколо. Этот духовой инструмент самый высокий по звучанию. Играет на нем Анастасия Курочкина. В военно-духовом оркестре Минобороны она работает давно. Говорит, что особенно приятно, когда их коллектив выступает на важных для республики мероприятиях. Самые важные мероприятия – это парады, посвященные Дню Победы 30 сентября. Это самые для нас сложные и самые важные мероприятия. Торжественная встреча для женщин военнослужащих в Минобороне – традиция 30-летней давности. В этот раз, как и всегда, со сцены выступили со стихами, песнями, а курсанты военного училища показали забавные сценки. Было важно подарить уважаемым дамам праздничное весеннее настроение. Асида Малия, Зауркварчия, Абхазское телевидение. Сотрудничество Абхазии и России в отношениях специальной военной операции, международные женевские дискуссии, приоритеты внешней политики Абхазии. Эти и другие темы были затронуты в ходе интервью министра иностранных дел Инала Ардзанба российскому телеканалу «Соловьев Лайв». Министр также рассказал о помощи, которую оказывает Абхазия народу Донбасса. Смотрите интервью Инала Ардзанба в нашей программе сразу после новостей. Посол Абхазии в Сирии Баграт Худаба встретился с министром иностранных дел Сирийской Арабской Республики Фейсалом Мигдад. Обсуждался широкий спектр вопросов межгосударственного взаимодействия, в том числе проведения второго Абхазо-Сирийского комитета, который будет включать в себя вопросы сотрудничества в сферах экономики, науки, культуры и образования. Стороны также обсудили вопросы межведомственного взаимодействия между министерствами экономики, а также таможенными комитетами двух государств. К другим новостям. В преддверии 8 марта министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзанба провел неформальную встречу с журналистами, представительницами прекрасного пола. Беседа получилась интересной и откровенной. Были затронуты разные темы – от международной политики до личных вопросов. Смотрите репортажи Эсмагуланцы. За чашкой чая и с букетом цветов министр иностранных дел Инал Ардзанба пообщался с журналистами в неформальной обстановке. Местом встречи стал медиацентр МИД. Темой дискуссии – любой вопрос. А их оказалось много. От международной политики до любимой книги министра. Одной из главных стала тема возможного переноса женевских дискуссий в Минск. И для наших интересов более
для их продвижения более эффективного Минск является более эффективной площадкой, и нам, конечно, было бы выгоднее находиться в Минске. С вашей точки зрения, да, но смотрите, но при этом я хочу обратить ваше внимание на то, что я сказал до этого, что западные руководители дипломатических ведомств, руководители даже спецслужб приезжают в Минск и ведут переговоры с Александром Григорьевичем. Это, на мой взгляд, показатель того, что Минск может стать вот именно тем местом, где мы нащупаем этот баланс. И я вот считаю, что и западные представители могут тоже прийти к такому пониманию, что Минск может быть такой площадкой. Не факт, что они придут к такому пониманию, но определенные аргументы для этого у меня есть. Были вопросы, касающиеся работы министерства и изменений, произошедших в структуре за последние 2 года. Мы выстраиваем прежде всего дисциплину. И, на мой взгляд, у нас за прошедшие год-полтора получилось выстроить такую слаженную работу нашего коллектива. Мы стараемся максимально эффективно выполнять задачи на разных направлениях. У нас большие проблемы, конечно, с нашим кадровым потенциалом. Например, надо провести переговоры с некоторыми ближневосточными странами. Соответственно, нужен человек, который знает соответствующий язык, знает историю, культуру народа, с которым нужно общаться. Конечно, у нас есть определенные с этим проблемы. Но в целом, на мой взгляд, коллектив формируется. В беседе с журналистами было отмечено, что пострадавшим от землетрясения в Сирии будут направлены модульные дома. Такое жилище представляет собой конструкцию, которая собирается и разбирается в краткие сроки. По поручению президента сейчас будем приобретать более 30 модульных домов, таких специальных для сирийцев, чтобы они там проживали. Как раз вот эти средства, которые были выделены Кабинетом министров, будем направлять на эти цели. Это правильная помощь, которая, они сами мы проконсультировали, чтобы мы не приобрели то, что им не нужно. Соответственно, эти модульные домики для одной семьи, они были бы очень полезны. Инна Ларценба также рассказала об аттестации, которая проводилась по всем посольствам Абхазии в других странах. Министр, в частности, прокомментировал ситуацию с освобождением от должности Татьяны Гулия, советника-посланника посольства Абхазии в России. Мы принимали решения по всем посольствам. В посольстве в Москве было принято 4 кадровых решения. И одно из них вызвало такую реакцию у нашей коллеги. Хотя мы предложили Татьяне Георгиевне заниматься культурным направлением в посольстве, она на это согласилась. Мною подписана благодарность министра, которая лежит у меня в кабинете. И, наверное, через 1,5 месяца Татьяна Георгиевна достаточно удивительным образом, честно говоря, для нас опубликовала такой текст. Мы, честно говоря, несколько были удивлены все. Но наше предложение остается в силе. С точки зрения информации, информационных технологий, это то направление, которым занималась Татьяна Георгиевна, все-таки там нужны серьезные изменения. Если вы сравните информационную активность, например, МИДа Абхазии или других посольств с посольством в Москве, вы поймете, о чем я говорю. И в целом мы предложили новый законопроект о дипломатической службе, и там заложены механизмы ротации. Работать по 15 лет в посольстве – это неправильно. Но самое главное, что мы будем внедрять систему ежегодного продления контракта для всех сотрудников посольств. То есть в конце года, кроме посла. Посол – это все-таки президент. Соответственно, каждый сотрудник посольства будет сдавать нам ежеквартальные отчеты. В конце года мы смотрим на эффективность его работы, и уже мы сами можем либо продлевать ему контракт, либо не продлевать. Были и личные вопросы, касающиеся увлечений, интересов и хобби. Беседа получилась интересной и достаточно откровенной. Эсма Гуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Национальным банком Абхазии зарегистрирована новая расчетная небанковская кредитная организация «Прима» с уставным капиталом 10 миллионов рублей. Организация представляет собой общество с ограниченной ответственностью. Лицензия выдана на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте.
К другим новостям вышла в свет вторая часть хрестоматии абхазской детской литературы. Составитель и автор предисловия, заведующая кафедрой абхазской литературы, кандидат филологических наук, почетный профессор АГУ Диана Аджинджал. Хрестоматия составлена в соответствии с программой для студентов Госуниверситета. Подробности в репортаже Шазины Ханагуа. Детская литература – одно из средств воспитания, поэтому она занимает важное место в жизни ребенка. Невозможно переоценить значение и влияние книг, которые попадают в руки ребенка, ведь они воспитывают первые общественные навыки и формируют личность. Книги призваны расширять представление о мире, знакомить с природой и вещами, которые постоянно окружают ребенка. Они помогают малышу активно владевать речью, чувствовать красоту и выразительность родного слова. А сегодняшняя детская книга, независимо от жанра, учит ребенка любить свой дом, близких, дорожить словом, чтить святые для Отечества имена, уважать человеческое достоинство в себе и других. Учебное пособие «Хрестоматия абхазской детской литературы» содержит детские произведения абхазских авторов, а также фольклорные материалы. Хрестоматия издана в рамках программы Госуниверситета по развитию абхазского языка. В основном опиралась на традиции устного народного творчества, на такие жанры, близкие детям. Естественно, это сказки, там, мифы, легенды. И помимо этого уже и литературные, естественно, от истоков, вот, от Дмитрия Гулии. Сами понимаете, литература отражает все периоды жизни народа, и через какой путь мы прошли. Там и война, там и трудности, там и блокада. Все это, естественно, отражалось и на духовном развитии детей. И, конечно же, лучшие образцы, я думаю, из классической литературы и, естественно, то, что издавалось для детей, я постаралась как-то собрать. Хрестоматия является продолжением диссертационной работы Дианы Аджинджал «Пути развития абхазской детской литературы во взаимодействии с русской детской литературой». И именно после этой диссертации появилось желание издать хрестоматию по абхазской детской литературе, так как последняя хрестоматия вышла в свет в 1974 году. Детскую литературу называют то, что издано специально для детей. Но есть другой термин детское литературное чтение, которое позволяет восполнить как бы объем детской литературы произведениями, которые не написаны, были специально для детей. Например, Пушкин создал 9 сказок литературных, из них только одна была посвящена детям. А остальные тоже не присвоили, как говорится. Вот так же у нас есть такие произведения, которые, естественно, может, не были созданы специально для детей, но вошли в круг детского чтения. И, естественно, этот принцип тоже здесь, как бы я придерживалась этого принципа. Первая часть пособия была издана в 2014 году. Хрестоматия составлена в соответствии с программой по абхазской детской литературе для студентов Госуниверситета. Эта книга предназначена для студентов педагогического и филологических факультетов, которые проходят абхазскую детскую литературу. Она составлена по этой программе. Путь развития абхазской детской литературы, он отображен в этой хрестоматии. Ну, как я говорю, здесь не адаптированные тексты, это для студентов все-таки. А когда детям уже будут преподавать, то там можно и адаптировать тексты. Хрестоматия абхазской детской литературы издана в типографии АГУ. Тираж 300 экземпляров. В скором времени книга будет передана школам и детским садам. Шазина Ханагуа, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. «Женщины в искусстве. История и современность» – так называется выставка, открывшаяся в преддверии 8 марта в Центральном выставочном зале. Выставка представляет собой уникальную экспозицию живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, созданных в разные годы абхазскими художницами. Экспозиция организована Домом Москвы при финансовой поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского дома соотечественника. На открытии выставки побывала Рада Ччава. Взаимосвязь женщины и искусства всегда была очевидна и почти всегда неоднозначна. Истории знакомы множество великих женских имен, от всем известной Фриды Кало до импрессионистки 20-го столетия Мари Кассет. Выставка «Женщины в искусстве. История и современность» рассказывает посетителям о художницах Абхазии второй половины 20 века и наших дней. Выставка сегодня совершенно особенная.
Очень долгое время, за редким исключением, женщины вдохновляли великих художников на создание шедевров мировой художественной культуры. Но 20 век и век 21 подарил, могу конкретно сказать, абхазскому изобразительному искусству имена женщин, которые сегодня уже неразрывно связаны с нашей историей. Произведения живописи, скульптуры, графика, прикладное искусство. В преддверии 8 марта главным лейтмотивом композиции стало именно женское имя в искусстве. Среди работ произведения Марины Эшба, Ольги Брендель, Венеры Гагулия, Марины Лакоба, Дианы Хиндба, Астанды Пкин, Веры Ершовой, Зои Аджинджел и многих других. На выставке представлено 45 картин. Здесь вот сегодня мы видим так много замечательных картин, и наши женщины в искусстве, как и вообще в общественной жизни Абхазии, всегда такое занимали заметное место. И очень приятно, что вот наряду с такими маститыми, известными нашими представителями живописи абхазской, вот сегодня молодые девушки тоже присутствуют, и их картины здесь сегодня выставлены. Особо хочу отметить, что роль женщины в жизни любого общества весьма значительна. Отрадно осознавать, что в Абхазии женщины также играют лидирующую роль во всех сферах, в том числе и в изобразительном искусстве, примером чему является сегодняшняя выставка. Организаторы выставки приглашают погрузиться в мир женщин, а в нем причудливость красок и форм, торжество структурности и яркости, непревзойденная индивидуальность и сложные смыслы, метафорично выраженные в искусстве. Мир творчества женщин захватывает с первых мгновений. Выставка открыта для посещения до 16 марта. Рада Чачава, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Прекрасных дам, женскую часть коллектива, а также приглашенных матерей, погибших в Отечественной войне народа Абхазии, накануне 8 марта поздравили в администрации города. Подробности в материале пресс-службы столичной администрации. В просторном фойе администрации столицы глава города Беслан Эшба радушно встречал и поздравлял с наступающим весенним праздником женскую часть коллектива, женщин-руководителей, а также приглашенных матерей погибших в Отечественной войне. В преддверии праздника 8 марта разрешите мне от имени администрации, от себя лично поздравить вас с наступающим праздником, женским днем 8 марта. От души, от чистого сердца хочу вам пожелать счастья, здоровья, успехов, чтобы вы беспокоились только по хорошим событиям. К теплым словам и пожеланиям мэра присоединились его заместители, которые подметили, что, несмотря на ненастную погоду накануне, сегодня с утра ярко светит солнце, словно и сама природа поздравляет женскую половину Сухума с весенним праздником. Женская половина нашего коллектива, от всей души вам желаем хорошего настроения побольше, чтобы самые сложные проблемы были это организация каких-то светлых, ярких, позитивных событий в вашей жизни, чтобы всегда были рядом надежные люди, родные, близкие, и вам ни за кого не приходилось переживать. Будьте все здоровы, с наступающим вас праздником. Желаю, чтобы ваша жизнь была же такой же светлой, солнечной, как этот прекрасный весенний день. Пусть вам сопутствует удача и успех с 8 марта. Огромные букеты тюльпанов самых разных оттенков, подарочные сертификаты на приобретение авторских аксессуаров абхазского бренда стали изысканным подарком для всех присутствующих женщин. Агис анацу зеги шуды снухло, тахсы зеги шуды снухло, агубзира, гуамч, ахуик шаразиграб хинергалана, атачайна дыркна, ахунткар хабыр рчонцы зеги ахуик курчона, хазига حاجكنا حقلوا أبستبري يجازا خاكويترا وبرينا زاد زخيت شقي بشتوزي شقي خاوزي حوا حاجة شقي تاع. Легко быть красивой и счастливой, когда
рядом такие мужчины. Спасибо вам большое за внимание, и за сотрудничество, и за ваше руководство, за вашу поддержку. Будьте счастливы, а мы всегда будем рядом. В завершении встречи женщины поблагодарили главу администрации Сухума за традиционное поздравление и высказали пожелание встречаться ежегодно в таком же составе. Амра Амичба, Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. В преддверии Международного женского дня участниц Отечественной войны народа Абхазии поздравили в администрации Сухумского района. 18 женщин получили денежное вознаграждение и букеты. С 8 марта также поздравили и Тамару Давидовну Зугбая, главу администрации села Эшера, мать 4 сыновей, которые отдали свои жизни за свободу Апсны. После встречи для гостей был организован концерт с участием вокально-инструментального ансамбля «Гума» и танцевального ансамбля «Гумиста». Боксер Харитон Агрба победил действующего чемпиона Южной Африки Дломо Принца в 11-м поединке в своей профессиональной карьере. Он одержал победу техническим нокаутом в 6-м раунде. Спортсмен провел 11 встреч на профессиональном ринге. Во всех одержал победы 7 раз досрочно. Харитон Агрба – профессиональный боксер из Абхазии, выступает на турнирах под флагом России. Он мастер спорта международного класса на профессиональном ринге с 2019 года. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду 8 марта на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 1,6, днем 9-14 градусов. Температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.